дорогие студенты и уважаемые преподаватели! В этот прекрасный весенний день в нашем университете стартовал самый интересный, самый значимый и, пожалуй, самый любимый конкурс «Студенческая весна-2018». Оценивает творчество студентов наше многоуважаемое жюри. Поприветствуйте! Педагог высшей категории, лауреат международных конкурсов, музыкальный ассистент мюзикла «Дюймовочка» Воротникова Елизавета Александровна. Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, балетмейстер-постановщик, художественный руководитель народного ансамбля танца «Радость» Валяс Людмила Геннадьевна. И председателем нашего жюри является режиссер-постановщик, сценарист, художественный руководитель театра «Пространство» Максимова Любовь Александровна. И перед началом нашего выступления просьба выключить устройство мобильной связи. Мы начинаем. Приятного просмотра! Печальная история о традиционных устоях индийского народа и о всеобъемлющей любви горячего сердца простой индийской красавицы Зитек Хан и уличного музыканта Эмрана Хашми. Потеря и приобретение семьи. Действующие лица: Амир Хан, отец Зитек Хан; Лейла Хан, мать Зитек Хан, жена Амир Хана; Радж Капур, старик, жених Зитек Хан; Эмран Хашми, молодой и бедный возлюбленный Зитек Хан; Зитек Хан, дочь Амир Хана и Лейлы Хан, невеста злостного Радж Капура и возлюбленная Эмрана Хашми; Колдун Камадшин, русский богатырь Кожевников; многочисленные сыновья Амир Хана и Лейлы Хан, братья Зитек Хан; чай и чайные пакетики; слон;
Ай, как удачно я ее продал. Лейла Кхан, иди скорее сюда, посмотри, какое богатство я принес. Откуда такие деньги? О, великий Брахмана, лишь бы этот старый не натворил таких бед. Лейла Кхан, это честно заработанные деньги. Все до последнего рупи. Зови скорее всех детей. Всех? Всех! Ты уверен, старый? Ну что ты заставляешь меня кричать? Дети! Дети! Идите скорее сюда! С вами хочет поговорить отец! Шьямалан Хан, Здравствуй, отец. Азук Хан, Здравствуй, отец. Батур Хан, Здравствуй, отец. Табиб Хан, Здравствуй, отец. Ишкабир Хан, Здравствуй, отец. Майдер Хан, Дедер Хан, Шакирьян Хан, Шефкет Хан, Хан. Кагидухан, отец. Ай, Кагиду Хан, мой любимый сын. Загир Хан. Здравствуй, отец. Ай, старый я стал. Мне недолго осталось. Не говори так, отец! Лейла Хан, каких хороших сыновей мы с тобой воспитали. А где наша дочь? Я здесь, отец. А вот и наша любимица, Ситат Хан. Как я уже говорил, я умираю. Но я не могу покинуть этот свет, пока не выполню свой долг как отца и не выдам тебя замуж. Эй, раз так, то долго тянуть не будем, и завтра же сыграем свадьбу. С женихом вопрос улажен, он счастлив быть твоим мужем. Отец, подожди. Но он мне ничего не говорил. У молодых мысли быстрые, договорить не успеют, а уже забудут, о чем хотели сказать. Это все от любви. Вот после свадьбы все изменится. Нет, отец, подожди. Это на него совсем не похоже. Имран Хашми хороший человек. И я его очень сильно люблю. Да, конечно, но твоим мужем будет Радж Капур. Что? Я не буду его женой. Амир Хан, ты уверен, что так будет лучше для Зиты? Нет, конечно же нет. Ни за какие сокровища на свете. Ах, мое сердце, я умираю. Лейла Хан, твое упрямство меня погубит. Твоим мужем будет Радж Капур. Радж Капур! Нет! Да! Нет! Да! Нет! Мой любимый сын! Да, отец! Да не вы, Кагидухан! Кагидухан, вот, возьми ее и запри ее в комнате, и до свадьбы не выпускай! Нет, отец! Отец, прошу тебя, не надо! Думаешь, легко жить в бедности? Ты сама будешь меня благодарить, когда выйдешь замуж. Если ты выйдешь за Эмирана Хашми, то что он тебе даст? А что ты будешь говорить своим детям? Ай-яй-яй-яй, что? А если ты выйдешь за Радж Капура,
тебя на долгую жизнь. Нам не нужно позора. До свадьбы она должна сидеть у себя. А вы, дети мои, готовьтесь к свадьбе. Мама, я не могу стать женой Раджкапура, ведь я люблю Эмрана Хашми. Я знаю, милая, я знаю. Я помогу тебе. Сейчас я приведу твоего любимого. Я Ника. Сейчас. Хорошо, мамочка. Я быстро. Я еду. Сейчас. Это хорошо, мама. Я еду, дочки. Сейчас. Тяжело. Любимая, ты что, заперта? Да, любимый, я заперта. Ну что же нам делать? Завтра отец выдаст меня замуж за злостного Раджкапура, и мы больше с тобой никогда не увидимся. Нет! Но знай, мое сердце всегда будет принадлежать только тебе. Я уведу тебя! Мы с тобой убежим туда, где нас не будут искать. Двигай телом. Чики-чики-чики, двигай. Двигай с нами так, делай чуки так, двигай телом так, меняется так. Заехал до ВКонтакте, нечутные места, мы сегодня на движении фестиваля до утра. Двигай с нами так, делай только так, двигай телом так, меняется так. Заехал до ВКонтакте, нечутные места, мы сегодня на движении. Шагами измеряем расстояние от дома. Сегодня мой день, и сегодня зажигаем снова. В наушниках голос музло очень знакомое. Сегодня все в моих руках, и мое тело невесомое. Да, чувствую этот ритм, это добрый позитивный танцевальный мотив. Дари своей подруге или другу настроение. Мы чё по кайфу делаем, и это без сомнения. Лето нам дарит моменты, не дай напрасно время, оно бесценно. Этим летом отмечаем, будет непременно жарко. Чё там по солнцу? Все нормально, светит ярко. Ритмички рядом меня колышет позитивом. Дарить улыбки людям, это прям моя стихия. Со мной мои друзья, люди больше не надо. Мы намерены сегодня отрываться от пара. Музыка во мне, Перебегаем все пиво. музыка во мне. На то, что не до негатива. Переключайся просто по красиво красиво. Ловить учим все, двигай от мотива. Музыка во мне, Перебегаем все пиво. музыка во мне. На то, что не до негатива. Переключайся просто по красиво красиво. Двигай с нами газ, капай массу позитива. Двигай, двигай. Двигай, зажигай. Музыку включай. Двигай, не скучай, двигай, не скучай. Двигай, двигай. Двигай, зажигай. Музыку включай. Двигай, не скучай, двигай, не скучай. Расширили всю планету. С этой песней шагаем по свету. Маршируем завтра. Так движемся до рассвета. Лови, кайф, зажигай. Движение жизни не забывай. Учимся со скоростью света. Наша песня напомнит о этом. Музыка во мне, музыка в тебе. Ветер в голове, ведь ты же с нами на одной волне. И пускай мы с головой окунемся в цунами, чтоб за километры остальные услыхали как. Мы плясовые танцы в станциях, лайки, ну какая разница. Я помню, и во мне выброс эндорфинов всех своих, займи сюда, что мы тоже хотим лето. Это лето только наше, этим летом где бы ни был, ты не важно. Главное, чтобы музыка была всегда с тобой. Танцуй ты со
отрывок, вижу еще молодой. Этим путем мы сотрясаем планету Земля. Мы все 100 эмоций выкладываем до нуля. Если живешь по кайфу, давай руки выше к небу. Выше к небу, выше к небу! Музыка во мне, Передвигаемся игриво. музыка во мне. Пусть на негатива. Переключайся красного красиво до актива. Не получилось силы, Музыка во мне, передвигаемся игриво. музыка во мне. Пусть на негатива. Переключайся красного красиво до актива. Двигай с нами в пляс, а то массу позитива. Двигай, двигай. Музыку включай. Двигай, не скучай, двигай, двигай, не скучай. Двигай, двигай. Двигай, зажигай, двигай, двигай, зажигай. Музыку включай. Двигай, не скучай, двигай, двигай, не скучай. Двигай, двигай. Двигай, 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 двигай. Что? Зажигай! Я не позволю вот этой вот дурной девчонке испортить все мои планы. Я верну ее, клянусь своим почтенным именем. Не говори так, ведь она твоя дочь. Ну, от тебе, старая, следовало бы помолчать. Если бы ты им не помогла, то... Да я ей помогла, потому что ты, старый, поступаешь неправильно. Семья должна строиться на любви, а не на деньгах. Помни, как мы любили друг друга, когда были молоды. А ведь мы были на кошме. Не сравнивай! Не сравнивай. У нас с тобой все было по-другому. Что у нас было по-другому? А если бы мой отец меня отдал за Радж Капура, То- который еще во времена нашей молодости считался стариком, что бы ты сделал, а? Ну, объясни, что бы ты сделал? Всем на колени! Бедный рад! Всем на колени! Выйдет. Радж Капур! До меня дошли слухи, что обещанная мне Зита сбежала с каким-то никчемным музыкантом. Это правда? О, великий и почтенный! Что ты? Что ты, господин? Это все дурные языки. На самом деле, она сидит у себя и готовится к свадьбе, господин. Да? Тогда покажите мне ее. О, великий, о, почтенный, чтоб ваш союз был крепким, как чай, и нерушимым, как Тадж-Махал, жених не должен видеть свою невесту в день перед свадьбой. Правда, Михаил? О, да, господин, именно так. У меня было немало свадеб. У меня их было 17. И от 18 я не откажусь. Аминка, вы лжете мне. Вы лжете своему господину. Вы же знаете, мои люди везде. И они видели, как Зита сбежала с этим музыкантом. А я ведь заплатил за нее большие деньги. О, великий, мы готовы вернуть тебе все твои деньги. Правда, Михаил? Ай, что за позор мне на старости лет! Я пред тобой, о великий Радж Капур! Отказываюсь от Зиты Кхан! Она мне больше не дочь! О, великий Брахман, что же ты такое говоришь? Я сказал, и точка! Я ценю в тебе твое мужество, Амир-хан. И верю, что ты правильно поймешь мое предупреждение. Если завтра на церемонии Зиты не будет, то всей вашей семье конец. Это что же? Ты
чтобы вернуть мою Зиту Капур. Дети, бросайте все свои дела. Вы должны поймать Зиту Хан и отмыть наше чистое имя. Да что ты тут разорвался-то, а? Ну-ка пошли отсюда! Давай, давай! Иди! Разорвался он тут, смотри-ка! Значит, точно красивый. Однажды с тобой пропасть. Без нас не найдет никто. Мы птицы, мы в облаках. Ты в бурге, а я в пальто. Мечтаем в чужих дворах. Мечтаем в чужих дворах. Бежим с тобой по нежам. Мы мало и похуже. Мы оба не остаемся. Не бойся, мы прорвемся. Бежим с тобой по лужам. Мы мало и похуже. Мы оба не остаемся. Не бойся, мы прорвемся.
Что привело вас сюда? Хан и Имран Хашми, подойдите ко мне поближе. Кто ты? И откуда ты знаешь наши имена? Я колдун Хамачи, и я все знаю. Тогда подскажи, куда нам бежать от моих братьев и злостных слуг Радж-Капура, чтобы они нас не настигли? Не торопись, дитя мое. Я вам все расскажу. Но для начала возьмите этот волшебный меч принцессы Нури. Спасибо. Ну зачем нам он? Всему свое время. Я открою вам страшную тайну о зловещем Радж-Капуре. Но для начала я расскажу вам легенду о том, как 3 великих божества Брахмана, Ганеш и Ушас основали великий монастырь знаний, а назвали его по первым буквам их имен. В, Г, У. Вам нужно скорее туда. Там живет много мудрецов. Спасибо, но ты не рассказал нам тайну о Радж-Капуре. Но прежде чем рассказать, я должен посоветоваться со слонами. Ну здесь нет слонов. Только слушайте меня внимательно. Радж-Капур не тот, за кого себя выдает. Он... Радж-Капура можно одолеть только с помощью этого меча. Но помните, главное ваше оружие – это любовь.
Здравствуй, Зита. Знаешь, кто я? Снится мне это все? Или наяву? Это твой самый лучший сон, Зита. Я чай. Индийский чай. Милый чай. Я пришел именно к тебе. Ну зачем тебе я? И что тебе нужно? Я пришел помочь тебе. Ведь это сон. И здесь можно абсолютно все. Скажи, что бы ты хотела узнать? Я бы хотела стать счастливой. Но меня своим любимым постоянно нагоняют люди из прошлого. Как нам быть? Я отвечу на все твои вопросы. Но только послушай, как чудесно поют мои помощницы. И забудь о всех своих проблемах. Это чайные пакетики. Я знаю, что ты любишь Имрана Хашми. Почувствуй любовь и ощути мир по-новому с чайными пакетиками. Сбежать от проблем тебе поможет только чай. Помни древнюю мудрость наших предков. С каждым новым чайным пакетиком жизнь начинается с чистого листа. Попробуй зеленый чай. Вот так, успокаивает нервы. Нет. Попробуй лучше чай с жасмином. Он так расслабляет. Все говорят, что я толстая, но на самом деле я крупнолистовой чай. Это чай! Я чувствую! Погоди, ничего не говори. В честь тебя мы назвали нашу плантацию Зичай. Зичай, если продал отец, не серчай. Five, 4, 3, 2, 1, 0.
Любимый, я поняла. Если кто-то сможет остановить моих братьев, то это Кто же может это, быть... любимая, не томи душу мою? Я не могу сказать тебе об этом. Ведь вся планета боится этих людей. Если ты не можешь сказать, тогда пропой. Это странный народ, и их никто не поймет. Дружат с медведями и говорят о душе. Едят красный суп со страшным названием борщ. Бьют друг друга вениками и кричат «хорошо». А что русскому хорошо, то индусу ого-го. Нет, любимая, я боюсь. Любимый, не бойся, я буду с тобой. Что у вас привело ко мне? Мы пришли просить тебя о помощи, о сильнейший. А что же этот шубленький сам не решит свои проблемы? Идем за мной. Вот. На, подержи. Понятно все с вами. Мне это не интересно. Хлеб сеять надо. А хлеб всему голова. Ты что-нибудь понимаешь, как хлеб может быть головой? Эти русские страннее, чем мы думали. Мы любим друг друга. Нас постоянно нагоняют люди из прошлого. Нам нужна ваша помощь. Вы должны понять, что всю жизнь вы бежать не сможете. Нужно пойти и решить эту проблему. Вот они! Ловите их! Кидократ, ты должна пойти с нами, тебя хочет видеть наш отец. Я никуда с вами не пойду, так и передайте отцу. Слышали, что она сказала? Они никуда не пойдут. Это не тебе решать, чужестранец. Если не хочешь проблем, отойди в сторонку. Да что он один сможет сделать против нас всех? Разве что забросает нас своим зерном? Ну все, они меня разозлили. Бегите, я их содержу.
не пришла. Я долго думал, почему. Может, что-то упустил. Где-то был неправ. Может, ты не поняла. Я так хочу тебя набрать. Спросить, как твои дела. Спросить, как твои дела. Но мы знаем наперед, но трубку не возьмем. я держу себя в руках. Технических причин, слишком пьяный я кричу, нам не подобрать ключи. И никто не виноват, друг для друга мы звучим, и в объятиях закружим, и в моей груди стучим. Холодными ладонями, в котором тонем мы, неизвестные глубины, повсюду пробоины. Дай мне собраться, если я не могу ревновать пульсации. Я для тебя цвету, словно ситуация. Ревновать пульсации. Я знаю, что ты знаешь, это для готовься подбивать. Раз, два, три. Я громче, глаза закрыты. Это просто. Что хочешь, я задыхаюсь. Это просто. Я громче, глаза закрыты. Это просто. С тобой, самой приятной. Любимый, я так больше не могу. Находиться в постоянных бегах. Знать, что нас вот-вот кто-нибудь настигнет. Нет, любимая, ты просто устала, тебе нужно немного отдохнуть. Нет,
нас никогда не перестанут преследовать. Я пойду к Радж-Капуру. Видимо, такая моя судьба. Нет, я тебе этого не позволю. Как ты не понимаешь? Для меня главное, чтобы с тобой все было хорошо. Ты сможешь жить счастливо, тебя перестанут преследовать. Тогда я сам отправлюсь к Радж-Капуру, и мы покончим с этим раз и навсегда. Но он же убьет тебя. Нет, ведь меня будет оберегать твоя любовь. И к тому же у нас есть волшебный меч принцессы Нури. Любимый, я люблю тебя. Любимая, я тебя тоже люблю. Это так печально, что песня так и льется из моей души. Имран Хашми, нам нужно спеть прощальную песню. Да, Зинтекхан, ведь это Индия. А в Индии всегда поют, когда плохо. Есть любовь, похожая на дым. Если тесно ей, она дурманит. Дать ей волю, ее не станет. Быть как дым, но вечно молодым. Есть любовь, похожая на тень. Днем у ног лежит, тебе внимает, ночью так неслышно обнимает. Быть как тень, но вместе ночь и день. Ну вот мы остались вдвоем. Я даю тебе шанс сохранить себе жизнь и отпустить Зинтекхан. Ты действительно думаешь, что сможешь одолеть меня? Смогу. Ха-ха, глупец, я вижу тебе
Что? Этого не может быть. Конечно, может. Люди с таким состоянием и богатством, как у меня, не намерены умирать, как простые нищие. Ну как тебе это удается? Тебе осталось жить немного, поэтому я тебе расскажу свою тайну. И думаешь, для чего я каждый год беру молодую невесту себе в жены? А? Ты можешь купить их у их родителей? Да, это правда. Но потом я поедаю своих молодых жен, а их молодость и сила питают меня. И это будет продолжаться вечно, пока родители будут любить деньги больше, чем своих родных детей. Не торопись, Радж Капур. Ты думаешь, в моих руках обычный меч? Я удивлен, что у такого бедняка вообще есть оружие. Это волшебный меч принцессы Нури. Он одолеет твои чары. Что? Больше ты не причинишь никому зла. Готовься к смерти. Chewing-gum है चबी जा, हैंड-पंप है दबी जा, लाइट जूसा कटी जा, फिक्र करे फुकरे। Земля, вода, огонь и воздух. Стихии эти всем нужны. Проводники же на планете давно забыли, как важны. Найди ключи, пути, ответы, открой к природе свою дверь. В каждой стихии сила, вера, и нет стихий этих сильней. Огонь, горячая стихия, в ней страсть пылает и любовь. Дарует огненные крылья, энергией наполнит кровь. Изящная и игрива, в душе ее кипит родник. Стихия эта так красива, святых энергий проводник. Воздух, стихий всех королева, небес правительница, гроз, да независимая дева всегда стремится выше звезд. Свобода в душе у каждого живет. Огонь, земля, воздух, вода, стихии разные такие, но успокоит их земля.
плещут пленные души. Не забывай, земля одна, ее беречь нам вместе нужно. Моя любовь к тебе, как ветер, пройдет в самые необъятные места земли. Но я тебе клянусь, ты будешь чувствовать ее всегда. А я не умею говорить красиво. Я просто тебя очень сильно люблю. Зидекхан, к нам идет твой отец. Если хочешь, я прогоню его прочь. Он совершил немало ошибок. Я же по-прежнему... Я должна их выслушать. Зидекхан, моя любимая дочь, прости меня, пожалуйста. Я совершил столько ошибок. Эмран Хашми, Эмран Хашми, этот глупый старик просит у тебя прощения. И всю жизнь будет благодарен тебе за спасение нашей дочери. Зидекхан, я готов принять твоих родителей за родных. Но что скажешь ты? Я прощаю тебя, отец. Сегодня самый счастливый день моей жизни. Дети мои, я вас так люблю. Я расскажу вам легенду о том, как три великих божества Брахмана, Ганеш и Ушас основали великий монастырь знаний, а назвали его по первым буквам их имен – Б, Г, У. Они говорили, что семья – это не только родная кровь, но и друзья, которые тебя окружают. Семья – это те, кто поддержит тебя в трудную минуту. Это закон, по которым живут в монастыре знаний ВГУ. Поэтому что мы должны сказать? Мы вас любим!
Всем еще раз добрый вечер. Огромное спасибо, дорогой наш зритель, что разделили с нами этот вечер. Этот вечер очень важный и исторически очень такой важный день для нашего института, потому что это наша первая студенческая весна в статусе Института истории и государственного управления. Мы с ребятами постарались сделать все возможное, чтобы она стала необычной, интересной, разносторонней и понравилась вам, конечно, зрителю. Дорогие ребята, от всей души огромное вам спасибо за все, что вы сделали, за ваш труд, за ваш талант, за ваше усердие. А отдельное спасибо девочкам-декораторам. Можно вот так вот? Это все сделано из картона собственными руками. И я думаю, что не случайно мы сегодня выбрали название нашей студенческой весне «Между нами любовь». Я желаю всем нам, чтобы не только сегодня, а все время между нами царила любовь, не только в институте, но и по жизни, и чтобы вы любили друг друга, любили дело, которым занимаетесь, ну и, конечно, наш родной институт. Студенческая весна — это огромный труд, за которым стоят много людей, которые его подготавливают. И огромное, прям вот огромное спасибо всем нашим преподавателям и особенно администрации института за то, что дают нам возможность подготовиться к студенческой весне. Амина Альдусовна, спасибо вам огромное. Я не вижу, тут все светит. Где-то, наверное. Амина Альдусовна, спасибо огромное за возможность выступать.
за возможность выступать в шикарных костюмах на профессиональной сцене с профессиональным светом. Спасибо, что, уважаемые преподаватели, я вижу вас очень много в зале. Ребята обязательно отработают все энки. Спасибо вам за ваше внимание, за ваше терпение, за наши нескончаемые песни, рисования, пляски в коридорах и везде. Мы обязательно в апреле закроем все энки. Вот. Еще раз спасибо. Я видела много ребят с других факультетов. Спасибо. Нам очень приятно, что вы приходите на наши концерты. Мы сделали все возможное, чтобы вам понравиться. Андалюсна, вам слово. Дорогие студенты, дорогие преподаватели, дорогие гости. Действительно, вот сегодня, именно сегодня, первый день шествия студенческой весны Башкирского государственного университета. И мы очень рады, что выступаем именно в первый день на этой чудесной сцене. Большое спасибо администрации этого зала, этого чудесного зала, в котором мы выступаем уже не первый раз. Расид Ятыч, я вас видела где-то наверху. Спасибо вам большое. Уважаемые студенты, действительно, студенческая весна – это праздник объединения. И, как сказала уже чуть приветственная Анна Александровна, действительно, мы сегодня выступили первый раз в объединенном составе, в составе Института истории и государственного управления. Но сегодняшний концерт – это концерт, который объединил не только два структурных подразделения, но он объединил еще и студентов других факультетов. Мы здесь их видели, они нам помогали сегодня. Это концерт, который объединил наших выпускников. Мы их тоже сегодня видели. Спасибо вам, ребята, большое. Те, которые не теряют связь с институтом и которые с удовольствием приходят и поддерживают нас. И, конечно же, это концерт, который также привлек и будущих абитуриентов. Большое спасибо ребятам, которые все 4 года на сцене показывают свой талант, свое умение. И сегодня я держу в руках несколько благодарственных писем, и с вашего разрешения я их зачитаю. Мы выражаем большую благодарность Елкибаеву Дамиру Загировичу, магистранту группы ИЕСА 2116. Благодаря твоему участию студенческая жизнь института стала ярче и интереснее. Желаем здоровья, благополучия и дальнейших творческих побед. Где у меня? Дамир? Да. Отошел. Выражаем искреннюю признательность Хафизовой Руфине Раиловне, студентке группы Руфин, идем, студентки группы И-4214. Руфин, благодаря твоему бессменному участию в течение 4 лет на сцене, когда выступал исторический факультет, действительно, жизнь факультета была яркой, интересной. И в течение этого года Руфина также активно работала и в составе института. Мы также благодарим ее этим письмом. Выражаем искреннюю признательность, это все выпускники. Ребят, вот те, кто 3-й курс, это еще, это только впереди, это выпускники. Выражаем искреннюю признательность Хамадшиной Елене Разифовне, студентке Ирина, она являлась культургом в течение 4 лет. Ирина, я тоже скоро заплачу, когда ты будешь выпускаться. Спасибо тебе большое за твой труд. Спасибо огромное. И, ребята, сегодня у нас на сцене с выпускниками всегда очень трогательно, очень трудно расставаться, но зато они потом всегда приходят, да, Анна Александровна, на сцену, потому что без них мы уже не можем представить себе наше выступление. Выражаем благодарность Фроловой Софье за активное участие в студенческой весне 2018. Желаем Софье творческих успехов и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Это у нас приглашенные ребята, которых мы надеемся видеть в числе наших будущих студентов, потому что студенческая весна – это еще и профориентационная работа, так ведь? Выражаем благодарность Веселовой Анне за активное участие в нашей весне. И также, Аня, ждем вас в числе наших будущих студентов. А
также выражаем благодарность Грехно Герману, самому юному участнику нашей студенческой весны. Герман, мы также ждем тебя, все наши абитуриентов. Спасибо вам большое, и вам такой еще. Подожди, Герман, не уходи. Скажи, пожалуйста, да? Подарок для Мира. Это тебе от нас небольшой сладкий подарок. Спасибо. Дорогой Институт истории государственного управления, преподаватели и студенты, желаем всем успехов, творческих побед, ну и, конечно же, всем нам, уважаемые преподаватели, радоваться успехам наших студентов. Спасибо большое за сегодня, что вечер, что вы были с нами. Дорогая Александровна, вы где? Можно вас на сцену? Мы вас благодарим за все. Вы у нас самая крутая, мы вас все очень сильно любим и просто бескрайне благодарны вам за все. И позвольте вам вручить этот шикарный букет от всех наших студентов.